Были ли альтернативы Золотой Орде в XIV-XV веках, кроме как погибнуть? Господи, что за вопрос? Конечно, были. Если ордынский выход с Руси составлял 8 тысяч серебряных рублей, то таможенный доход с одного только города Тебриза в Ильханате, в Иране, это 9 миллионов золотых динаров. Так получилось, что мелкий городишко Москва стал столицей. Все враги кругом, одни мы вот такие все в белом красивые, и мы почему-то исключительно славяне. Орда, конечно, никаким паразитом не была. Это было центром объединения, который, в частности, высокую технологию распространял. Кочевники, в принципе, могут создавать города и технологии. Точнее, быть лидерами в обществе, где их лидерство ведет к созданию и возникновению таких городов. Башкир покорять монголы не стали, потому что много хлопот и никакого выхлопа нет. Они предпочли с ними договориться. На красных девках половецких женились русские князья. Там кровь намешана такая, что мам не горюй. Леса сожгли, а пашня в условиях нечерноземной зоны дает урожайность, как показал академик Милов, сам 1,3. Куда тут содержать Кремль, царя, Великую империю? Самое смешное, что православная церковь сыграла выдающуюся роль в установлении власти Золотой Орды над русскими княжествами. Она их полностью поддержала, татар. Вот. И никогда не была столь свободной, как при татарах,